I fell in love. Oh, sunshine. Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». И сегодня у нас два прекрасных гостя – Эльдана и Денис. Ну, точнее, прекрасный гость и Денис. Точнее, привет. Привет. Нам уже говорит, да? Привет. Эльдана, первый вопрос к тебе. Расскажи, какие у тебя впечатления о нынешней твоей поездке? Не, вообще классно, я капец в восторге от Якутии. Я не ждал, что все будет настолько круто. Самое главное, что круто в путешествиях, мы всегда узнаем что-то новое для себя, да? Может быть, какие-то, не обязательно конкретно про Якутию факты, но вообще что-то вот тебе новое, какой-то жизненный опыт новый. Был же Инставайн Фест, то, что мне пришлось выйти на сцену. Стесняюсь, вообще не умею общаться с публикой. Мне как-то пришлось заставить себя и пройти какой-то свой комплекс. Может, это... Но Денис... Не местный, типа, ой, знаете, тут погода, я-то думал, в Якутии прям морозы, да? Так тепло, знаете, люди все такие добрые. Думал, в жилетке замерзну, а нет, на самом деле. Вообще никак. Все нормально. Здорово. Ну, давайте поговорим о ваших планах на будущее. Самая главная цель сейчас просто закончить универ, наверное, и все. Ты учишься на рекламе. Да, но просто я же в Малайзии учусь, и там как-то скучно, и я в Малайзии особо вообще не двигаюсь. Ну, на самом деле, для многих это вообще идеальное времяпровождение будет так. Я сейчас подумал, если бы я... Зачем ты это сказал? Ну ладно. Что тебе не нравится, что тебя не устраивает? Что бы ты хотела? Климат там вот слишком жарко для меня, и у меня нет какой-то мотивации что-либо делать, типа такого. Ну, это языковой барьер или просто нет времени? Просто я не умею общаться с людьми. Там же молодежь вообще другая. Я даже когда пытаюсь какую-то шутку вставить, я так... Я просто так, окей, ухожу и больше не пытаюсь этого делать. Причем из компании навсегда. Только познакомился. Как Гомер просто в кусты уходит. Юмор и малайцы — это прям вот... История была то, что я в библиотеке сидела, и сзади, получается, сидела компания вот арабов, пакистанцев, я не знаю, Как они сидят с табличками, что это арабы, пакистанцы. и они начали говорить, типа, вот, вы слышали про девушек, типа, вот снимают, реально как было из фильма, я такая шутишка, так... Ты откладываешь книгу и начинаешь петь. Я так пыталась снимать. Но нет, ты не будешь. Да, Нет, ты не будешь. Да. Я буду снимать. Раскидываю. И потом не поднимаешь. Она, ты говоришь, тянется до телефона и снимает. Все. Ладно, Денис, расскажи о своих удивительных путешествиях, что тебе запомнилось. Самое забавное, что я вообще не был за границей. Ну, если не считать Белоруссию. Ну, почему не считать? Считать уже, к сожалению, уже 20 лет как считать. Да, и, то есть, а там прям постсоветское такое пространство, громоздкое, надписи старые, все. И я до сих пор не привыкну то, что, допустим, освежитель воздуха стоит 67 тысяч. А так, получается, недавно вот приехал 2 месяца, был в Питере и в Москве, собираюсь переезжать. Что в ближайшее время стоит ожидать зрителям от вас обоих? Пока Эльдана здесь, мы сейчас напридумывали кучу всяких интересных вещей, наснимали уже что-то еще понапридумывали. Ну, череп лося. О, нижняя челюсть бизона. О, плечевая кость мамонта. О, это же древние вайнеры. Череп овца быка. Всем привет! 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 Мы находимся на фестивале Инставайн Фест, и сегодня мы узнаем мнение наших горожан о молодежном движении как Инставайн. Кого из вайнеров ты ждешь больше всего? Ой. Эльдану? Эльдану? Никого. Эльдану. 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 Эльдану for Ice. Почему? Она девушка. Она вообще самая лучшая из всех. Она жестко прикольная. И у нее шутки очень как будто из жизни обычных девчонок. Но она же сладкая такая, хорошая. Ночью опять со своими видео. Сейчас я сюда из тебя выйду. Мама! Черт! О, а тебя там не было? Всем привет! Вот! Ваш любимый вайнер? Их много. Например? Их много. Американский Лили Понс и Кин Бэтч. Марлена. Он милашка. Безумная женщина очень нравится. Безумная женщина. Ты не уделяешь мне внимания! Ты что, пытаешься меня купить? Ты думаешь, ты такая продажная? Ты что, оригинал? Ничего себе. Все равно это мало. Интересно, слушай. Хорошо, признаю, я виновата. Негоже в таком виде в общественном транспорте ездить.
Понял? А вы никогда не хотели стать вайнерами? Нет. А если бы вы снимали вайны, то кем бы был ваш персонаж? Какой-нибудь ТПшка, наверное. Так, Борзый братан какой-нибудь. Главным атрибутом моего канала был енот, потому что они умные, хитрые и любят кушать. девушка супергерл или что-то такое. У меня есть соседка, я бы с ней хотела снять. Ну, она, получается, другой национальности, я бы хотела с ней снять. Ну, ее традиции и свои традиции, как бы показать людям. Хе-хе, всем привет! Я взял в один день и решил снять видео, снял, выложил, и все, как-то так и пошло. Кто тебя вдохновил на это? Никто, потому что просто так вот захотелось, я начал снимать. Но именно развиваться я начал вместе с Грачом, и он меня, наверное, именно не вдохновил, а именно взял за шкирку, подтянул, и вот благодаря этому и получилось так, то, что вот теперь я здесь. Это лето, я поняла, вы много путешествуете. А с какой целью вы это делаете? Это делаем мы абсолютно с целью того, что нам предлагают, а мы не отказываем, потому что это очень круто, это очень здорово. И я ни капли не жалею то, что вот сюда я приехал, и очень-очень круто, очень эмоции переполняют прям. Вам понравилось у нас в городе? Очень, да, здорово. И меня поразило, что живя в центре, мы через 10 минут уже добираемся до окраины. Это очень небольшие размеры, но этим, наверное, Якутск и примечателен, то, что вот он такой уютный весь, маленький и гостеприимный. У тебя много подписчиков. Стоит ли им ждать новые проекты? Безусловно. Одним словом, безусловно. Ладно, огромное тебе спасибо. Всем привет, мы пришли, мы только со сцены заходим и расскажем. У меня есть 3 замечательных друга, Исхар, Диар, Влада Исхара, к сожалению, нету. Мы как-то вечером собрались в одной машине и решили, что будем снимать вайны. Мы первые в Казахстане, запомните, мы первые в Казахстане. Мы смотрели американские вайны и пытались все это передать где-нибудь в Казахстане с казахстанским менталитетом. В итоге мы перешли на весь СНГ, и мы сейчас в Якутске. Это круто! Не открывай глаза и только слушай. Ты видишь за меня? У вас есть очень много проектов, как линия одежды, сериал и все такое. Вашим подписчикам стоит ждать чего-то нового? Нашим подписчикам всегда нужно ждать чего-то нового, и мы не любим, когда говорят подписчики, фанаты. Это наши друзья, это наши ребята, которые в течение 3 лет поддерживают нас. Ждите всегда нового, даже если мы не дадим нового, ждите нового. Делайте, воплощайте мечты. В России в 13 раз больше людей, чем в Казахстане. Это значит, что у вас в 13 раз больше возможностей, чем у нас. Поэтому счастья вам, удачи, любимые россияне. Quicks! Как ты начал свою деятельность вайнера? Привет. Я не считаю, что это деятельность, во-первых, да, это было такое хобби, знаешь, снимать видео. Меня, скорее всего, не вдохновили, а наоборот разочаровали на тот момент российские вайнеры, которые были, да, тогда. Их, точнее, не было, все было ужасно, я просто хотел сделать лучше. Ну, ребята из Кидсвайна, Боб с Кешей меня позвали. Я начал с ними сниматься. А почему главный акцент сделан именно на Инстаграм, а не на YouTube? Да не знаю, Инстаграм удобно. Мы сейчас с командой думаем, чтобы работать над Ютубом. Полноценные проекты какие-нибудь там. Ну, это все в будущем. Мы еще вас порадуем. Давайте поговорим о Вайнфесте. Миновать эту тему невозможно. Что вы думаете о прошедшем мероприятии? Какие у вас впечатления? Там подразумевалось развитие туризма. Приезжим гостям показать туристическую составляющую республики. И вот знаешь, тот момент, когда говорят, типа, вот выступление блогеров на сцене. Это блогеры, понимаешь? Они просто снимают видео, что они могут показать? Я летела, я честно, я прям понятия не имела, что там будет, что мне надо будет делать. Ну вот ты начал говорить о том, что это все-таки в первую очередь формирование имиджа региона через вайны. А как ты считаешь, эта цель была достигнута? Потому что вас все-таки возили и на Булус, и в Царство Вечной Мерзлоты. Ну, мы старались сделать так, чтобы изначально сама идея, которая была, чтобы она все-таки сохранилась. Поэтому мы даже не спавшие там, на Булусе, мы остались ночевать там, пока все уехали. Это тоже в кайф был в том, что я не был ни на Булусе, ни на Ленских столбах. Мне кажется, это вообще классная идея была их. То, что нас всех собрать и делать. Наверное, за счет того, что формат интернет какой-то персоны пока еще не развит, и люди вообще, наверное, даже не знают пока, как относиться к людям таким. Тоже просто люди из интернета. С другой стороны, очень известно, очень много подписчиков. И, возможно, люди просто не знают, как реагировать. Вообще сейчас очень популярно же понятие блогер-сфера вот это, знаешь, когда люди с Ютуба, люди с любых соцсетей, которые имеют какую-то определенную аудиторию, их смотрят, их постоянно
постоянно видят, и они хотят к ним быть ближе. Просто сейчас это реально превращается в бизнес какой-то. Появляются спонсоры, появляются заказчики рекламы, коммерческие руки такие огромные во все это, короче. Мне даже очень часто пишут и обращаются, типа, вот Эльдана, типа, тоже хочет снимать видео, типа, чё, как это, да? Не знаю, понимаете, что у людей сразу, у них цель набрать популярность и потом делать, типа, бабки, да, типа такого. Но, мне кажется, самое главное, это, чтобы у тебя было что-то, чем ты можешь поделиться с миром. Мне так часто это пишут, и я не понимаю, ребят. Ну, это погоня за популярностью, это, в принципе, нормально, но, с другой стороны, неизбежная монетизация, это в чем-то ведь хорошо, потому что таким образом вы можете заниматься любимым делом, при этом не отвлекаясь. Ну да, если не лезть, если никто не лезет в сам творческий процесс, но делать это из этого только коммерческий проект, вот это глупо уже. Где там уже пропадает твоя честность, где ты пропадаешь вообще как человек, который это делает. Дело в том, что Вайнфест проходил в рамках Сахарейва. Это все-таки музыкальный фестиваль. Давайте поговорим о музыке. Ну, не знаю, я по жанрам не шарю, но я в основном слушаю старье. Так что и из диджеев я наверняка там никого не знала. Ну, я тоже не знал там из диджеев. Ну, только местных знал диджеев. Когда выбираю музыку, то есть у меня нет тоже понятия деления по жанрам определенного. Вот просто если я вдруг услышал какого-то артиста, и мне просто нравится то, что он делает, вот, я его слушаю, прям скачиваю, чтобы ознакомиться поближе. Нет, самое главное, когда у группы где-то 15 альбомов, и ты скачиваешь их все и начинаешь слушать их один за одним, эти треки, они все не очень. Так у меня было с группой Survivor. Это ладно, когда ты просто их скачиваешь, да, в таком собранном. А когда ты покупаешь? Когда ты их покупаешь на iTunes такой, да? Типа, покупаете на iTunes? Ну, я раньше покупал. Когда были деньги, теперь-то их нету. Теперь вот. Теперь сижу здесь. Все, что вы видите вокруг меня, это молодежный фестиваль Сахар Рейв. Здесь вы можете найти развлечения на любой вкус, а также выставки и громкую взрывную музыку. Давайте же узнаем, как проводит время гости фестиваля. Очень много народу, хорошая, качественная музыка. Мохито все купили, безалкогольная. Вот вы к нам подошли. Такая дружественная и веселая атмосфера. Все очень классно. Чем может развлечь себя человек, который только что пришел на фестиваль? Послушать музыку, потанцевать, порисовать там мехенди и флеш-тату себе нанести. Покушать. Мастер-классы дают, танцевальные группы. Я думаю, что у меня будет улыбка до ушей, я буду радостно ходить. Вы собираетесь остаться здесь на вечер? Я до утра собираюсь здесь остаться. А стоит ли билет своих денег? А я не знаю, я не платил. Но смотри, если бы я заплатил, то я думаю, да. Тут будет до самой ноты. Охрана? Охрана? Нет, у меня я приглашенный артист, понимаете? У меня серебряный, да, как и у тебя. У меня золотой. Да? Не настолько мы крутые, значит. Я учился сначала на сотрудника полиции, а потом в полиции работал. Я был сотрудником ГАИ. Я был и остаюсь дизайнером и графическим оформителем. У меня в детстве любимой героиня в мультиках — это Жасмин. И у меня почему-то в голове очень крепко щелкнуло, и у меня очень много треков, которые носят очень серьезный восточный характер. И вкладываю именно вот этот образ такой девушки красивой, принцессы, и все в таком духе. Monomark Radio Show. Я хочу в свою музыку вложить образ кибернетических существ и искусственный интеллект. Мне кажется, часть музыки, вот, которую я создаю, это и есть искусственный интеллект, потому что эти паттерны, какие-то вещи делаются автоматизированно. То есть это уже создал искусственный интеллект. Программы создали для меня, они мне помогают создавать музыку. У вас здесь так культура с традициями, да, связана с реальной жизнью. То есть не нужно идти специально в музей, чтобы увидеть что-то. А вот у вас есть вот такие мероприятия. Это супер круто. И то, что сегодня национальный праздник, это очень прикольно, интересно было посмотреть, походить, как там все это происходит, люди в национальных костюмах. Ну, это очень интересный, необычный опыт, я бы сказал.
Спасибо, сегодня у нас в гостях был замечательный Илья Цой. Очень приятно было со всеми вами пообщаться. Это программа «Пропеллер». Смотрите передачу «Пропеллер», улыбайтесь, радуйтесь жизни. Просто цените моменты, не тратьте свое время и не потейте. Это был Денис Антипин, который 5 лет вынашивал эту речь, потому что именно тогда в последний раз он был у нас в студии «Пропеллер» как участник творческого процесса. Работодатели не желают брать на работу молодых людей с отклонениями во внешнем виде. Аргументируют это тем, что такие люди не совсем адекватные. С вами была программа «Пропеллер». Заходите в наше сообщество ВКонтакте Prop TV, заходите на YouTube, на наш канал Prop TV и в наш аккаунт в Инстаграме prop.tv. Всем пока! Diving deeper, deeper for you. Down to the bottom, 10,000 emeralds. Down to the bottom, 10,000 emeralds. Анна Домини и магазин игровых приставок и аксессуаров «Аркада» представляют 23 июля Open Air Sounds of Saha, хедлайнеры группы из Санкт-Петербурга Animal Jazz и Jane Air, а также выступления рок-группы Якутска, видеоигры от магазина «Аркада», кинопоказы от Geek Cafe, краски Холли, спортивные и настольные игры, ярмарка Marketplace, фаер-шоу и многое другое. Партнеры: информационная сеть ЕГТ.ру, Индрайвер, прокатное агентство «Звук и свет». Билеты в кассах кинотеатра «Центральный», Синема-центр и магазине «Аркада». Не пропусти! Animal Jazz и Jane Air на Sounds of Saha. 16+. Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить престижные специальности: сервис на транспорте, операционная деятельность в логистике, право и организация социального обеспечения, земельно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский учет. ЕКИТ. Будущее в твоих руках.